Лев Толстой, произведение Хаджи Мурат. Бутлер своей ротой бегом вслед за казаками вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено сжечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, а в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили. Главное же, ловили и стреляли кур, которых не смогли увести горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не было слышно. Немного после полудня велено было отступать. Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы, и, следуя за отрядом, провожали их его выстрелами. Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи Мурат провел ночь перед выходом к своим к русским. Сада, у которого останавливался Хаджи Мурат, уходил с семьей в горы. Когда русские подходили к аулу, вернувшись в свой аул, Сада нашел свою саклю разрушенной. Крыша была провалена, а дверь и столбы галерейки сожжены и внутренность огажена. Сын же его, тот самый красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи Мурада, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благоразумная женщина, служившая во время его посещения Хаджи Мурату, теперь разорванная на груди рубахи, с распущенными волосами стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Сада с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу. Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там 2 стажка сена были сожжены. Были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхожены абрикосовые и вишневые деревья. И главное, сожжены все улья с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще 2 тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших. Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так, чтобы воды нельзя было брать из него. Также была загажена и мечеть, и мулла с муталибами очищали ее. Старики-хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, годливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истреблять их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Перед жителями стоял выбор – оставаться на местах и восстановить страшными усилиями все с таким трудом заведенным и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским покориться им. Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного. Конец цитаты. Вот те чувства, которые мы испытываем. Мы не хотим от русских ни хорошо, ни плохо. Мы не хотим ничего от русских. Мы хотим только жить отдельно от русских, с большим забором. И, конечно же, мы будем требовать всю нашу жизнь и всю нашу историю наказать всех виновных в этих преступлениях. Ничье имя, которое нам удастся раздобыть, не останется не оглашенное в приговоре.